Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы прогуляемся по району Кульбаза. Кульбаза – это район на окраине Ижевска, на старой части окраины Ижевска. Сейчас это индустриальный район города Ижевска. Находится на берегах Карлутки и ее притоков. Кульбаза получила свое название из-за спортивной базы Союза металлистов имени Третьего интернационала, или, как ее называли, сокращенно Кульбаза. Эта база работала здесь с 20-х годов 20 века. И рабочие ижевских заводов, жители города собирались здесь на спортивные праздники, мероприятия. И на протяжении всего периода 20 века здесь устраивали народные гуляния, праздники. Ну а другое народное название, неофициальное название, это Козий парк. Уже много лет имеет хождение, и связано оно с тем, что здесь когда-то в старину пасли коз. Это одна из версий. Козы – это идеальные ландшафтные дизайнеры, которые съедают всю низкую растительность и оставляют высокие деревья. Поэтому сформировался особый тип ландшафта, именуемый в народе Козий парк. Согласно другой версии, детей, которые жили здесь когда-то в туберкулезном диспансере, детском туберкулезном диспансере, здесь в этом районе, поили козьим молоком. Ну и якобы от этого жители также назвали это место Козьим парком. В 2006 году здесь была установлена скульптура, ироническая скульптура козы. Ее авторы, ижевские скульпторы Александр Суворов и Дмитрий Постников, сделали фигуру из металлолома, из подшипников, рессоров, пружин, баков и других элементов. Сварили, и получился такой прекрасный арт-объект, знакомый многим жителям города Ижевска. Также существует еще одна версия, связанная с названием Козий парк. Якобы в старину в жертву здесь приносили коз. Животных жертвоприношения совершали жители деревни Удмуртская Карлутка, которая располагалась чуть выше по течению реки. Ну и будто бы название связано именно с этими событиями. В память об этом здесь неподалеку также находится памятный знак, камень, и здесь до сих пор проводят моления. Удмурт калыклен, вашкала, вещачкон, интияста карлут. Это переводится место моления, древнее место моления удмуртского народа на Карлутке. Этот камень был установлен в 90-е годы, когда началось возрождение национальной культуры, и в том числе появилось современное неоязыческое движение. И рядом с этим местом традиционно освещают кашу на такие праздники, как Гуждор, Выль и Гербер. Здесь проводят городские праздники, и это место считается почитаемым уже у современных жителей города Ижевска. На этом месте был когда-то кинотеатр «Мир». Жители местного района приходили сюда смотреть кино, но в середине 70-х годов кинотеатр сгорел. Это было деревянное дощатое здание, летний кинотеатр, и люди, особенно детвора, ходили сюда смотреть фильмы прямо через дыры в стене. Вот. Ну, то есть это было такое средоточие культуры в районе. Но вот сгорел кинотеатр, и о нем осталась только память, воспоминания. Новым объектом в районе Кульбазы в Козьем парке является скульптура Шунды-Мумы. С удмуртского Шунды-Мумы переводится «Мать Солнца». Это божество, богиня, женское божество, которое простирает крылья кверху. Она напоминает лебедь, человека, птицу, которая изображена также на гербе Удмуртской республики. Сама скульптура является увеличенной копией фигуры, которая установлена была еще прежде в парке космонавтов. Ее авторами являются ремесленники, художники из Алнашского дома ремесел. Ну и здесь она будет напоминать людям о значимости Солнца, природы и небесных сил, которые окружают нас. Также на Кульбазе растут сосны. Возраст некоторых из них достигает 170 лет. Они старше этого района и свидетели истории. Еще до революции жители Ижевского завода, служащие офицеры Ижевского оружейного завода,
собирались здесь на берегах Карлутки, устраивали здесь пикники, стелили ковры, расстилали скатерти, ставили самовар. Дети играли, бегали, шумели. Было очень весело, пели песни, проводили время на отдыхе. Отдых на природе, в общем-то, был популярен в то время, ну, как, собственно, и в более поздние времена. И вот именно на этом месте проводили такие вот пикники. Со временем культбаза стала центром отдыха, центром культуры для строителей предприятий города Ижевска. Сюда приходили рабочие завода «Редуктор», подшипникового завода, Ижевского радиозавода. И до сих пор это остается излюбленное место отдыха для многих жителей города Ижевска. Также на культбазе имеется родник. Здесь протекает речка Карлутка, как я уже упомянул. И из родника когда-то в старину жители деревни Карлутка с одноименным названием по соседству брали питьевую воду. В общем-то, родники здесь на Карлутке распространены. И вот один из самых бурных родников, один из самых дебетных, был именно ключ над Карлуткой. Ну или, как его называли, еще холодный ключ. Ну а до сих пор в наши дни среди горожан этот родник пользуется определенной популярностью. Один из карлутских ключей. Здесь над холодным ключом было одно из предполагаемых мест Преображенской часовни. Рядом с деревней Русская Карлутка построили в 1892 году над родником каменную часовню, осветили ее в честь Преображения Господня. В начале 30-х годов, уже в советское время, храм снесли, и от него остался фундамент, основание, которое до сих пор стоит здесь под смотровой площадкой. Козий парк или Березовая роща активно меняется, преображается в наши дни. Здесь появляются современные удобные тропинки, детские площадки, игровые зоны, территории. Зимой и летом люди разных возрастов ходят сюда и проводят здесь время с удовольствием. Каждый здесь найдет себе занятие по душе. Так что добро пожаловать в Козий парк и всего хорошего. Старые истории, новые рассказы. Так называется цикл сюжетов, посвященных истории Ижевска и Удмуртии. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал и до новых встреч! На месте тюрьмы находилась бойня, то есть там закалывали животных. И в свое время, в общем, в 20-е годы прошлого века, 20-го, там открыли колонию, тюрьму Ижевскую. Вот сейчас там подростковая колония поселения. Ну и, соответственно, там, кроме того, что там корпуса, где живут заключенные, там есть еще храм Николая Чудотворца. Вот такой интересный объект на территории тюрьмы находится. Самый популярный святой в нашем крае Николай Чудотворец. Ему посвящено десятки храмов по всей Удмуртии, вот целых 5 в Ижевске. Почему? Связано с тем, что Николай Чудотворец покровительствовал крестьянам. У нас Вятская губерния исторически это был земледельческий край, и во многом связано еще с торговлей, которая тоже была развита в нашем крае. Ну, в общем, такой святой, который покровительствовал удмуртам, ну, не только удмуртам, и русским, проживающим на этой территории. Давай. Такие закрытые люди. Есть курящие люди. Тоже хорошо. Ну, наши нас могут за пропаганду никотина. Ну да, да. Вдруг дети будут ходить. А они видят курящих молодых людей. Это не порядок. Здесь контраст классный. Это можешь ставить. Вот это я увидела и прям запищала. Ну ладно, все, я тебе закажу фотосессию. Пропиарила себя, да? Да. Ладно, Петербург, кстати. Ну что для тебя Питер? Возможности, наверное. Атмосфера. Ты не ехал не за настроением или за твой переезд в Питер был связан с прагматичным? Это было отделение души? Но это было по учебе больше. А потом уже начали появляться люди, активности, места, привязанности к людям и прочее, прочее.
И получается, что и там есть люди, и здесь есть люди. И сложно Тоскуешь ли разобраться. ты по Ижевску, когда находишься в Питере? Да. Я только приеду в Питер, у меня сразу начинается тоска по Ижевску. Я приеду в Ижевск, я первый же день такая, все, хочу в Питер. Да-да-да. Заберите меня, пожалуйста, обратно. Я тебя понимаю, я по Москве спустя 2 года что-то чуть-чуть затасковал по Москве. Все-таки 10 лет, знаешь ли, это просто так не проходит, и привязки остаются. И тоже по людям, ну, да нет, это, кстати, вот про Москве, не знаю, совру, если скажу, что по людям, наверное, все-таки по движухе вот этой ночной. Ну, это тоже, везде. да. Просто там как будто бы ты уже знаешь, куда можно пойти, с кем можно пойти, а здесь ты сидишь и думаешь, а если здесь такое? Похожи ли люди в Питере на ижевчан? Есть ли что-то общее? В Питере, наверное, не то, что люди более открытые, но им меньше до тебя дела есть. И это в какой-то степени хорошо. Что ты не ходишь, не думаешь, а что обо мне подумает вот этот прохожий. Или вот та женщина, что стоит на остановке в метре от меня. Ты просто делаешь то, что ты хочешь, и меньше задумываешься о том, что тебя могут осудить как-то и прочее. То есть там также все друг друга знают, если ты, скажем, крутишься в такой же тусовке там и здесь, но все равно нет такого, как будто бы, ну, по ощущениям, нет вот этого сплетничества, еще чего-то. Похожи ли ижевчане на петербуржцев? Если да, то в чем? Не знаю. Сложно сказать, потому что большая часть Петербурга – это не коренные петербуржцы. А, скорее, петербуржцы душевные, а не по месту рождения. Говорят, в Ижевске, точнее, говорят, в Питере суровый климат, но после Ижевска разницы не чувствуешь. Так ли это? Меня часто бесили мнения, что в Питере дожди и все такое. Там нет дождей, там есть ветер. Вот главная проблема, а не дожди. Но климат, не знаю. Я недолго адаптировалась к климату. Было как-то так же. Единственное, что аллергия меньше мучила, вот это было радостью. А так? Когда ездишь из города в город, ты не ощущаешь сильно, что как-то климат поменялся, еще что-то. Потому что то в Питере неделя дождей, то здесь неделя дождей. И, в принципе, все одинаково. Единственное, что отличается больше, наверное, сам воздух и вода. И вот на это как-то уже больше сам организм реагирует, нежели там кожа, еще что-то, нежели ты сам. Но по ощущениям как будто бы то же самое. Фотографии. Давно ты занялась пленочной фотографией? Ну, кстати, сейчас получается год. Как раз где-то с середины июня Это прошлого было года. связано с переездом в Питер, то есть начала заниматься фотографией в тот момент, когда Нет, переехала? это было связано с расставанием с молодым человеком. Потянуло творчество. Но я фотографировала на его цифровой фотоаппарат, на Fujifilm. А потом мы расстались. Фотоаппарат с собой не заберу, получается. Фотографировать на старый iPhone как-то уже не хочется, потому что качество разительно отличается. И он мне отдал свой пленочный фотоаппарат, сказал, фотографируй на него. Я дико боялась поначалу, потому что много настроек и прочее, там, диафрагму, выдержка и прочее, все это сам выстраиваешь. И я боялась. А потом как-то втянулась, и сейчас уже даже на цифровой фотоаппарат не так интересно снимать, что ли, как на пленочный. А у тебя, для наших посетителей выставки, наверное, будет интересно, почему, точнее не почему Ижевск и Питер, а в чем идея выставки, что объединяет эти два города именно для тебя? Наверное, то, почему привязано к тому или другому городу. То есть, если сравнивать Питер и Ижевск, что я делала часто, пока думала, где хочу жить, и все еще делаю, получается, что у каждого города есть плюсы и есть минусы, и они в большем своем объеме одинаковые. Что там люди, что здесь люди, что там какие-то места, что здесь места. И все в итоге получается, что города похожи больше не по архитектуре, там, нет такого, что здесь классицизм, там классицизм, давайте посмотрим, какие они одинаковые, а больше про то, больше про людей, про атмосферу, про ощущение, что и там ты чувствуешь себя
нужным, важным, но при этом чувствуешь еще тоску по другому месту, где ты тоже чувствуешь себя нужным и важным. Это постоянное ощущение, что в Питере тебе не хватает Ижевска, ижевских людей, ижевских там, мест и прочего. В Ижевске тебе не хватает питерской компании и питерских активностей. И получается, что ты постоянно мечешься из города в город, живешь постоянно на чемодане, в самолете Ижавия, в поездах 131Г Ижевск-Санкт-Петербург, и все в этом духе. И в итоге у тебя жизнь вечно на чемодане и вечно в неопределенности. И вот, наверное, как идея выставки как раз в том, что этот переход из Ижевска в Петербург с помощью транспорта, чтобы... Что это не односторонний переход, а в обе стороны. И ты вечно в этом круге замкнутом путешествия. Вечно на чемодане. Ну, я вот, послушав тебя, понял, что объединяет эти два города любовь. Любовь к городу. Наверное. Я прекрасно тебя понимаю, сам уже 2 года живу на чемоданах и не определился с местом жительства. Это как мне спрашивают, ты где? Я говорю, дома. У тебя везде дом. Ты город назови свой. Это старый демотиватор. Согласен полностью. Для меня и Питер является фаворитом, самым красивым городом, наверное, на земле. Я бы его даже поставил больше, чем Лондон или Стамбул. 2 города меня навели. И Ижевск, он вот в ряду этих любимых городов стоит. Для меня он тоже любимый. Я прекрасно понимаю. Ну, надеюсь, зрители поймают наше настроение, особенно те, кто не жил в других городах, хотя бы чуть-чуть уловят вот ту ауру, ностальгию. Ностальгия — это вообще свойственно, наверное, русскому человеку в большей степени, чем другим. Хотя, не знаю, Стинг пел «Englishman in New York», у меня тоже была ностальгия в Нью-Йорке по Лондону. У меня более локальный уровень, у меня в Ижевске по Петербургу и в Петербурге по Ижевску. Да, это нормально. Я также скучаю по Москве иногда. Иногда хочется все бросить и уехать жить в Питер. Иногда мне нравится Севастополь, вот, особенно осенью. Вот. Осень уж в Ижевске, он какой бы он любимый не был, уж очень ну, такая серая. И хочется еще зачерпнуть чуть-чуть лета. Я предпочитаю все-таки юг. Осень. Расскажи, как ты нашла это место, как ты на него вышла. Ну, в общем, я давно знала, слышала, что вот где-то в лесу, рядом с моим домом, я тут рядом жила раньше, что рядом с моим домом где-то в лесу есть памятник циркачу Дурову. Но никто мне не мог его показать, и я сама, ну как я его найду? Но однажды мне предложили поучаствовать в кругосветке. Это такое мероприятие, нужно было по маршруту идти. Мы шли 15 километров с парка оружейника Драгунова в строителей, вот так вот по лесам. Мы пришли сюда и вот нашли этот памятник. А потом я почитала историю вообще, как он здесь появился, почему именно в этом месте. И удивительно, что его тоже все утеряли, но нашли-то его, представляете, кто? Игра была такая, «Ночной дозор». Ребята вот по лесам шастали, чего-то искали, может, другой, и нашли вот этот памятник, и вот восстановили дорогу, здесь очистили, вот плиточки выложили. И цирк новый построили, когда в городе, и вот с тех пор восстановилась та традиция, что люди, даже которые приезжают из других городов в наш цирк выступать, они приезжают к этому памятнику, чтобы почтить память. Да, великого циркача Да. и артиста. Ну что, здорово. Будем знать, что у нас есть такие места. Вот, сделаем отметку. Или не будем даже делать отметку на карте. Пусть сами ищут, узнают и все хотят, приходят. Ясно. Ну, что ж, ладно. Про Дурова, я думаю, каждый может сам почитать. Мы про него мало что знаем. Точнее, мы знаем много, но мы так красиво не расскажем. И еще вот я, когда пришла на этот памятник, смотрю вот тут сбоку, как будто бы видно, что были старые какие-то надписи с той стороны. Я пыталась прочитать, что там написано, но у меня не вышло, и я стала в интернете искать информацию вообще об этом памятнике и узнала, почему здесь надписи старые стерты. Да. Здесь это надгробие с другого кладбища. Видимо, какого-то аристократа, графа или купца. Ну, или камень с семейного склепа, да. Да, просто взяли со старого кладбища вот эту плиту и заказали, вот, чтобы тут стереть и написать новую надпись.
Понятно. Выгравировать. Ну что ж, отлично, отлично. Ладно, спасибо тебе большое. Так, расскажи, что ты думаешь про новые дома, про то, как меняется архитектура города. В Ижевске. Да, что тебе нравится, что не нравится, что для себя хотела бы выбрать. Мне очень редко нравятся новые дома в Ижевске, чтобы совпадало местоположение и планировки, и внешний вид. Вот недавно, этой весной, да, влюбилась в ЖК «Поколение» на Коммунаров и Кирова. И это одна из 3 новостроек, которые мне нравятся по расположению. Поэтому мне очень грустно, что, скорее всего, не успею купить там квартиру и не знаю, когда еще построить что-то похожее. Потому что в этом доме окна не белые, точнее, не все окна белые, и мне кажется, это очень здорово. Потому что я не понимаю белые пластиковые окна, мне не нравятся. Точно так же, как белые машины. Если сравнивать белые и черные машины, то, думаю, выбор очевиден. Напоминает сразу лак для ногтей, когда белым лаком красишь, и все думают, что это, не знаю, корректор и прочее. Ну, со школьных времен еще такие ассоциации. А так, радует, что новостройки появляются не только на окраине города, но и в центре. Что от них будет шаговая доступность до места. Это плюс Ижевск, на самом деле, то, что удобно доходить, куда тебе нужно, пешком, живя не на Пушкинской или на Удмуртском витале. Так, да. Ну, вот мне сейчас нравится «Поколение» из-за расположения, из-за окон, из-за того, что это один дом, свечка, и там нет всех подъездов. То есть минимальный контакт с соседями, только сбоку, немножко и сверху, и снизу. И еще приглянулся ЖК «Поколение» на Караутской набережной, на Парковой. Мне кажется, я очень надеюсь, что дом построят, возможно, построят еще что-нибудь, и Караутку облагородят, как в новом городе сделали с набережной. Потому что там хорошая набережная, кафешки и прочее. Вот надеюсь, что с Карауткой будет так же. Хорошо. У меня даже уже была шутка, что надо идти в молодежный парламент, покупать себе квартиру в семье и, будучи частью парламента, облагораживать Караутскую набережную, чтобы и себе, и людям. А вопрос, что тебе предпочтительнее было бы? Старое жилье, например, сталинская постройка или все-таки новый ЖК? Но в таком, выбирая из них, я бы Сталин выбрала. А в Питере, вот если бы ты выбирала В Питере однозначно старый Старинные. фонд. Да. царский фонд, такой, Царский фонд. дореволюционный? Да. Все понятно. Вот. Как бы новостройки я недавно только стала их смотреть. Раньше я в основном приглядывалась как раз к вторичке. Но в Питере больше выбора со вторичкой. Там интереснее смотреть. Там старые дома, старый фонд. Здесь же это хрущевки и как-то панельки. Ну, не знаю. Ну, Не питерские сильно ЖК приглядываюсь. все-таки человейники. Ты не думала о том, что там очень урбанистично и нет духа Питера? Ты про новостройки? Да. Да. Там Я поэтому не смотрю на востоке Питера, потому что я проезжала мимо проспектов ветеранов часто на маршрутке из Петергофа, из общежития в центр, и это ужас. То есть ты видишь несколько домов, ты видишь, сколько там квартир, скорее всего, очень много студий, и потом ты видишь, что они еще протягиваются на километры вглубь, и по раз еще была в Мурино, и это просто пугает. То есть это мини-город в городе, ты просто, не знаю, живешь и работаешь сутками, чтобы оплатить ипотеку, и почти не выезжаешь в город, скорее всего, в центр, и ты в центре как турист. Хотя вроде бы ты в Петербурге живешь. Как-то не знаю. Поэтому в Петербурге новостройки я ни разу не смотрела, что там как. А вот в Ижевске имеет смысл, мне кажется. Скажите про это место, как оно образовалось, какая была основная идея? Основное было место это на сегодняшний день оно случайно выбрано в большей степени. Изначально был храм Приход, если быть правильным, создан для духовного окормления студентов Ижевского государственного университета. И это основная была идея и задача для того, чтобы наше будущее поколение имело как минимум зачатки и задатки православной культуры, которая помогала всегда России преодолеть всевозможные скорби, тяготы, лишения. И покровителями, конечно, обучения с древних времен являлись 3 святителя, учители церкви: Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. И, конечно,
было замечательно, когда студенты приходили, молились, сами получали благословение от духовенства. Было объединение, прежде всего, как мы можем сказать, не только старшего и младшего поколения, но и светской, духовной, опять же, некой власти. На сегодняшний день из-под покрова Ижевского государственного университета приход вышел по инициативе университетской и обосновался вот именно здесь, на этом замечательном месте, на берегу пруда. И вот уже, можно сказать, практически 10 лет здесь он находится, здесь он развивается. Здесь был изначально просто поставлен деревянный крест, где приходили, молились все так же люди. И впоследствии на свои собственные средства прихожане, то, что называется, скинули, все вместе поставили вот этот замечательный рубленый деревянный храм. И сегодня храм живет, и сегодня храм дальше развивается. Здесь есть замечательная детская площадка. Храм является практически единственным культурным местом на всем микрорайоне Волошка. Второе, если можно отчасти назвать место социально, это здесь лишь действующий в частном порядке магазин. Больше здесь социальных объектов просто нет. А храм выполняет, как минимум, все социальные функции. Это и место для встречи и общения, это место для игр детей, которых здесь тоже немало, маленьких и больших. Это место, где люди могут просто прийти, обменяться мнениями. Здесь довольно богатая у нас библиотека, не только богата она духовной литературой, но и просто светской, классической литературой. Здесь люди всегда могут прийти со своими бедами, со своими скорбями, поделиться. А, конечно, и прихожане, и духовенство их всегда принимают. Это тоже большая некая функция врача, лечить и уврачевывать человеческие души. И здесь, конечно, мы никого никогда не имеем права выгнать или как-то еще от себя отодвинуть. Всех мы принимаем с любовью и надеждой, для того, чтобы человек прежде всего не потерял самое главное – веру, любовь. Вот. Это, наверное, самое основное, что хотелось бы здесь сказать. Храм молодой, храм большой истории своей не имеет. Здесь самая большая у нас святыня – это икона с частицей мощей Николая и Варвары, мучеников, новомучеников, российских, воткинских. Здесь она пребывает по благословению нашего митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина. Перед ними молимся, они нам заступают, помогают, так же, как и святители Христовы. У нас вот здесь на сегодняшний день есть такая маленькая радость. Каждый практически год к нам милостью Божией, вот как храм осветился в 2018 году, и священие архиерейское сделал митрополит Ижевский и Удмуртский наш Викторин. И с этого момента каждый год к нам прибывают иконы из семейных архивов, если так можно выразиться. К примеру, вот есть Владимирская икона Божьей Матери. Ее принес наш прихожанин Дмитрий. Его, если не ошибаюсь, прадед был некогда служителем в церкви, возможно, прихожанином, возможно, старостой, возможно, пономарем. И ему так случилось в советское время, когда разграбляли церкви, Господь сподобил вот эту икону взять, и не только ее, здесь еще есть ряд икон, которые постепенно, да, то есть, вот, например, Казанская, это его вообще семейная икона. То есть, чем она отличается? Во-первых, это, конечно, размер. Во-вторых, это, конечно, особого рода оклад. Ну и, конечно, для нас это очень приятно, очень ценно. Он принес и говорит, вот у меня семья все меньше и меньше становится, если так скажем, верующей. К сожалению, это так. На сегодняшний день, наши дети не совсем всегда идут по стопам наших дедушек, бабушек и нашим. И, конечно, если мы не проявляем должного внимания к нашей истории, к нашей, прежде всего, исторической ценности, и в том числе к нашей вере, то, конечно, наши дети, они этого не знают, не слышат и еще больше уходят. И вот он говорит, я не хотел бы, чтобы эта икона попала на мусорку, как это часто бывает. Родители умирают, а потом дети выкидывают их. И, конечно, я бы не хотел, чтобы она попала, то, что называется, на рынок,
на перепродажу и прочее. Я хотел бы, что вот ее, как мои дедушки, бабушки, и прадедушки, прапрапрабабушки и дедушки молились, вот чтобы она тоже послужила именно Богу, церкви, людям. И вот он принес к нам и вот этого Спасителя вместе с Владимирской иконой Божьей Матери. Это церковные. И мы их, они были в удручающем состоянии, они были все разбиты, они были, конечно, частично лик был, опять же, у Богоматери нарушен. Спасителя только да, лика не было. Лика не было, то есть это все заново мы написали, то есть вот, то есть здесь сохранилась только лишь доска, сохранился оклад, вот этот металлический в частности, и вот на доске и под оклад написан был лик Спасителя на сегодняшний день. Там было очень, как бы сказать, видно, очень тонкие изображения, там в основном, к сожалению, не было. У Богоматери было чуть лучшее состояние, и его нам удалось спасти. Также в лучшем еще состоянии была так называемая вот как раз семейная икона казанская. Мы ее полностью восстановили у нее это исторически, что если здесь у Владимирской и у Спасителя оклады новые и киоты, то есть это вот деревянная рамка так называемая, да, то у Казанской здесь все то, что называется аутентичное, оно свое. Точно так же нам принесли, пожертвовали икону Божьей Матери, живоносный источник, который мы повесили на сегодняшний день над баком со святой водой. Она ждет своей реставрации. Она, конечно, в более лучшем состоянии, поэтому пока возможности нам не позволяют заняться ее реставрацией, но тем не менее мы ждем, что Господь сподобит и найдет добрых людей, которые нам помогут это сделать. И так происходит каждый год. Здесь можно по каждой иконе рассказать. Вот икона также святого апостола Иоанна Богослова, только пророка Божия Илии. Это тоже храмовые иконы. Это тоже те иконы, которые были некогда в храмах старинных. То есть они видно, что с иконостаса. Да, с иконостаса. Вот. И люди их сохранили с тех времен, если так можно выразиться, царских, и уберегли от безбожной советской власти. И они вернулись вновь в храм для служения людям прежде всего. И это очень приятно, это очень радостно, что наша страна, наша Русь тихонько все-таки оживает. Все-таки тихонечко мы возрождаемся. Значит, у нас есть какая-то надежда на то, что мы вновь встанем и станем не просто народом, а Бога избранным, как и мне и говорили, Святой Руси. Ну, наверное, так. Ну что, как гуляется? Где интереснее гулять? По Невскому проспекту или вот по Коммунаров? Не душой не люблю. Почему? Там очень людно, там много пристающих людей. Там не пройти обычно. Да, особенно если там спешишь, то это просто смерть. Ну, я про Москву также могу сказать. Хоть у нас выпуск сейчас не про Москву, но вот когда патриарша любил. До тех пор, пока их не сделали культовым и тусовочным местом, мне казалось, это остаток Москвы. Сейчас остаток Москвы, если люди хотят почувствовать такой дух, это, конечно, на Таганской еще осталось несколько улочек, но они маленькие уже по сравнению с патриаршими. Вот. Про Питер также могу сказать. Мне понравились промзоны, окраины. Я вот на моноколесе 2 месяца прокатался, заезжал в такие места. А там, оказывается, тоже люди такие, как я, которые не любят вот этот вот питерский движ. И там есть эти... Ну, там промзоны же старинные, не такие вот промзоны советского типа, а промзоны там 19 век, порты, склады, даже винодельни какие-то или еще что-то. Или просто, как сказать, мануфактуры старинные, портовые. И вот там мне нравилось перемещаться. Они перемежены, промзоны перемежены с жилыми кварталами, там даже дома есть жилые. И вот мне там больше нравилось. Мне в Петербурге нравится Петроградская сторона. А там хорошо, там что-то город другой. Ну, острова, например, тот же Васильевский остров. Ну, вот, здесь да. как-то... Он сейчас шумный, да? Ну, он оживленнее, мне кажется, чем Петроградский, потому что там университетов много. А Петроградский, он... Там все более спокойно. Вот каждый раз раньше казалось, когда я знала на Петроградский остров, что можно теряться, потому что улицы будто бы по-другому устроены и как-то более петляют. Понятно. Коломбо еще хорошо в районе. Но до поры до времени, потому что там строят метро, и там тоже будет много людей. А где Лахта-центр? Это какая часть? Это
Береговая, Комендантский, Ну, это тоже... Конечная. Ну, тот район, из-за того, что мосты, когда разводят, все стараются на Дворцовую площадь перейти. И ночью те районы хороши, там нет туристов. Но единственное, что если ты попал, ну, допустим, на это место после часу ночи, то все, как бы, там ни кафе, ни ресторанов, ничего. Я там на моноколесе катался, но тоже, если за ряд у моноколеса садился, то ты ни такси не вызвать не можешь, просто ты ждешь, пока мосты не разведут обратно до 5 утра. Но было такое приключение. Чтобы в объезд ехать, нет? Ну, мне зарядки не хватало бы. То есть, обычно это уже было... на такси точно просто не съездишь. Здесь было получилось. Ну, я предпочитал так погулять. Ну, кстати, можно было подумать. Не вызывал такси, ничего не знаю. Ну, Питер, он более мистичный, наверное. Это два таких, ну, такой город. Он, наверное, единственный остался, в котором осталась какая-то мистика. И атмосфера. Ну, не буду сравнивать. Я, кстати, люблю сравнивать города. Я сравниваю часто Питер со Стамбулом и с Лондоном. С Лондоном вообще часто, потому что... Не сравниваешь? С Москвой. Нет, с Москвой, ну, не похоже, это разные города. Один купеческий, другой имперский. Есть 3 имперских города. Официально считается имперский город, это Питер, Лондон и Вена. А я считаю, что имперский город это Питер, Лондон и Стамбул. Да? Да, знакомьтесь, профессор Алексей Валерьевич, я о нем уже много рассказывал еще в первом фильме про Воткинск. Я с уважением отношусь к этому человеку. Именно он сделал меня таким, какой есть. В общем-то, какой есть, уже там рассказал, что атомную станцию мы проектируем, делаем серьезные проекты и работы. Но здесь ковалась моя как бы научная база, которая позволила мне в Москве реализовать себя в структуре Росэнергоатома и создать такую ведущую компанию. И я решил, что будет справедливым рассказать об этом человеке, точнее позволить ему рассказать о себе и дать часть времени в моем фильме. Вот. И пусть этот человек о себе лучше расскажет про свою научную школу, про своих учеников. То есть мы общаемся всей этой коллективом, и у нас на самом деле в области математического моделирования цифровых двойников мы двигаемся вперед. Там Женю вспоминаем, который сделал А380 в Германии, 10 лет его пилил и допилил. А другие ребята... Ну и даже не падает, да? Да, и летает. И у меня чуть-чуть пока это все работает. Вот, поэтому, да, задел на школу сделал мощный. И, в общем-то, да, получается, что пуск, который был отсюда, он рос в масштабах не просто России, а всей планеты. Вот. И хотелось бы, чтобы люди знали об этом человеке побольше, потому что в Ижевске очень много талантливых и великих людей, известных по всему миру, но неизвестных почему-то внутри собственного города. И таких людей много. И я думаю, что было бы справедливо, чтобы люди узнали своих героев. В общем-то, как-то расскажите, как вы пришли к научной школе, к среде, почему вы решили этим заниматься, и почему вы тратите время, условно, свое бесплатно на учеников, вкладываете в них время, силы и душу. Ну, можно ведь начать с того, что все когда-то поступали в этот институт учиться. 78 год, поступил в вуз. Специальность тогда называлась 0501, инженер-механик. Вот кафедра, которая меня выпускала, это кафедра станки и инструменты. Заведующий кафедрой был Пузанов Владимир Васильевич, кандидат технических наук, доцент, который закончил аспирантуру, кстати, в Германии, очень педантичный человек. Но можно сказать, что один из первых учителей, который научил тому, что дисциплина, она позволяет сделать все вовремя. То есть очень дисциплинированный. По итогу обучения на этой кафедре 3 из моих друзей были, как говорится, отчислены за отсутствие дисциплины. Вот. Но кто выжил, те, как говорится, остались и поняли, что все нужно делать своевременно, и тогда будет все нормально. Дипломная работа исследовательская по ленточному шлифованию тоже выполнялась на кафедре станки и инструменты. Занимались мы высокоскоростным шлифованием 100 метров в секунду и выше. Тоже интересная штука, шлифовали стеклопластики. И как показывает практика, до сих пор стеклопластики, особенно в авиационной промышленности, особенно в последнее время, как говорится, применяются.
Ну, а дальше кафедра, когда было распределение на кафедру деталей машин тогда, потом была кафедра машиноведения системы приводов и деталей машин, потом была кафедра робототехники и теперь кафедра мехатронной системы. Ну вот на этой кафедре, в принципе, я и работаю, куда и аспиранты, когда поступали, наверное, машиноведение кафедра называлась, и детали машин. Вот, но была уже выпускающая. Да, на этой кафедре был уже свой руководитель, Иван Васильевич Абрамов. Значит, Иван Васильевич тоже человек педантичный и требовательный, Рустем знает. Раз в неделю к научному руководителю на ковер с докладом, что сделано за неделю. Приходишь, ничего не сделал. Второй вопрос, а что тебе мешало, лентяй, это сделать? И ты понимаешь, что ты действительно, что ты ведь мог сделать. Поэтому тут, да, было воспитание. Но было два замечательных примера на кафедре. Это Сычев Анатолий Александрович. Вот один единственный человек, которого я знал на то время, защитивший диссертацию за 2,5 года. И спрашиваешь, как вот быстро сделать научный труд? Ответ простой. Пишешь каждый день по страничке. За год 365 страниц, за 2 года умножьте на 2. Вот лишнее выкинешь, диссертация останется. Вот, но в ходе написания диссертации, да, конечно, со многими приходилось встречаться и с людьми с производства. И как раз в то время развивались численные методы, вот чем Рустем и коллеги занимаются. Ну, тогда мы метод конечных элементов осваивали. И у нас тут был такой конгломерат. Люди считали, кто быстрее, кто ловчее, кто быстрее освоит, кто конечные элементы, кто граничные интегральные уравнения. И Миша Кургускин тут был, и наша кафедра, и Саша был, который в Академию наук ушел. Кстати, его уже нету. Зав кафедрой был на сопромате. Ну, в общем, такие у нас соревнования были именно в развитии численных методов. Соседний факультет конечными разностями занимался, до сих пор занимается Тенев Валентин Алексеевич. Я считаю, один из выдающихся в этой области людей. Еще один такой же великий был Алиф Алевесович, погиб, к сожалению, в автокатастрофе. Но что касается диссертации, да, был написан программный продукт, были проведены расчеты, были установлены зависимости, защита проходила в Перми. Там у меня появился еще один учитель, Колмогоров Герман Леонидович, их два брата, они известны на весь мир и на всю страну тем более, которые занимались волочением на сверхвысоких скоростях, волочение вольфрамовая проволока, давление за 10 тысяч атмосфер. Мы-то думали, что мы тут 6 тысяч у себя развиваем, это много. Тут просветили, что 10 тысяч есть, а есть 15 тысяч. Поэтому очень интересная работа у народа. Ну и вот после того, как кандидатскую защитил, в принципе, пообщавшись с коллегами с Пермского политеха, стало понятно, что можно двигаться что-то дальше придумывать. Дальше была докторская диссертация здесь же, в ВУЗе. Между докторской и кандидатской прошло 10 лет. Между защитами были аспиранты, которых пришлось воспитывать. Один, другой, 5 человек тут есть, 2 еще тут защитились, но уже по другой тематике. В общем, 6 человек, которые защитились, это люди, которые занимались конечными элементами, прочностью, расчетами соединений, расчетами различных изделий и так далее. Теплообменом. В общем, да, задачи они прочность в различных условиях и тепловых, и динамических, и вибрационных. Сейчас, кстати, один аспирант тоже задачу выполняет, он будет под закрытый совет, но ничего такого, если на словах сказать, он считает стволы автоматических систем под ударными нагрузками. Тоже задачки интересные. В общем, все из области прочности, долговечности, пластичности, термоупругости и так далее. В общем, очень интересное направление. По-моему, оно никогда не закончится, потому что где-то стали закончились, появились жаропрочные стали, жаропрочка закончилась, появились композиты. Композиты тоже надо считать, они уже обладают другими свойствами и являются анизотропной средой со встроенными элементами. В общем, научная часть продолжается. Аспиранты тоже. Часть аспирантов, да, занимается уже в параллельной области, кто-то автоматизацией. Такие как Сережа Платов, защитил он кандидатскую по автоматизации производства. Работает зам генерального директора на АО «Пружина». Большой тоже человек.
Один защитился по гироскопам, зам главного конструктора Гоша Трутнев. Поэтому работа идет. И научное направление, и прочность, она при любых расчетах практически присутствует. Хоть мы микроэлементами занимаемся, хоть гироскопами, хоть пружинами, хоть реакторами, хоть прочность есть прочность. Спрос на нее пошел только в последнее время. То есть я такого вала, наверное, запросов по разработке и расчетов и моделированию не встречал за всю свою жизнь. Рустем тут сказал, что можно считать самолеты, лопатки для турбин. Да, мы в этом году открыли новую специальность искусственный интеллект и управление беспилотными системами, но это уже немножко из другой области. Но кроме этого у нас есть программа СПО, эксплуатация беспилотных авиационных систем. То есть мы сами прошли профпереподготовку, тоже также называется конструирование и эксплуатация беспилотных систем. Дипломные работы, разработать летающее крыло, мы сделали такую работу. Есть крыло на 2,5 метра, есть на 4, есть на 8 разработанное. На 2,5 метра мы уже приступили к изготовлению. Но на 8 метров, дай бог, родим в течение года. Но очень интересная штука, когда крыло именно летающее, оно в отличие от обычного имеет совсем другой профиль. Плюс оно имеет так называемую крутку, не геометрическую, когда просто одной формы поворачивается вокруг оси нервюра, а когда она еще нервюра в корне одна, на другом конце другая. То есть формы разные. У летающего крыла S-образная нервюра корневая и симметрична на конце. И кроме этого еще не завернуты. Задачка такая интересная, об устойчивости полета и так далее. Поэтому кто начинает заниматься численными методами, сначала решаем задачу прочности, потом термическую задачу, потом уже смотришь задачу аэродинамики, начали считать. Но так как у нас диссертации большинство было посчитано, скажем, докторского, у меня была гидродинамика, уравнения Навье-Стокса решались. Но что гидродинамика, что аэродинамика, они считаются одними и теми же формулами, только плотность вещества разная. Плюс была применена теория пограничного слоя. В результате Саша Лузгин немножко переделал это все. Потому что задачка большой длины и маленькой высоты, скажем, высота 2-3 микрона, а длина там полметра-метр. Обычным численным методом плохо считать, но конечной разности позволяет. Либо симбиоз сделать из конечных разностей, конечных элементов и так далее. То есть эту задачку аспирант решил, тоже интересное решение. Но у нас одно маленькое у русских. Мы сделали, интерес удовлетворили. Таким способом задача решается, давай следующую. Вместо того, чтобы эту задачу полученную тиражировать. Ты начнешь тиражировать, начнешь заниматься бизнесом. Начнешь заниматься бизнесом, с наукой забросишь, придется заниматься бизнесом. Поэтому часть аспирантов, занимается бизнесом, и они молодцы, не забывают кафедру. Но кто-то должен дальше сопрягать несопрягаемое, получать неполучаемое. Поэтому... мы решаем научные задачки, просто их нужно оформлять, и на это времени обычно не хватает. По себе скажу, что я уже начинаю в администратор превращаться. Последний расчет я делал месяца 4 назад, наверное. Но мы так продолжаем пестовать студентов. У нас сейчас есть программа одна образовательная, бакалавриат, это мехатронные системы в машинно-приборостроении. Вторая – это автоматизация машиностроительных производств и цифровые двойники. Третья – искусственный интеллект и управление беспилотных систем. Магистратура по каждой специальности и аспирантура по динамике и прочности, по теории механизмов и машин ТММ, по робототехнике и по технологии машиностроения. То есть на кафедре 4 аспирантских программы. Так что у нас жизнь веселая. Аспиранты на любой вкус. Главное, чтобы советы еще были под аспирантов и было финансирование. Я столкнулся все-таки в то время, когда промышленность не заинтересована, ее просто нет. И ты бегаешь со своими задачками, и я нашел в Воткинске прикладников, которые выпилили, сделали, испытали. Очень трудно было найти, очень было трудно патентовать. Приходилось балансировать между где-то денег заработать, выживать и делать науку. Я вспоминаю период аспирантуры как самое жесткое испытание в своей жизни. Мне после аспирантуры Москва, ипотека, Росатом. Не та задача. Это просто так, это как легкая прогулка. Аспирантура мне далась тяжелее, чем, наверное, бизнес и все остальное. Это
Это когда ты просто один, и ты должен решать комплекс задач, которые предназначены на коллектив, но ты делаешь один. В бизнесе все-таки у тебя есть команда, бюджет и заказчик, которому это нужно делать. Но бизнесом мы, Рустем, позанимались все. Между кандидатской и докторской бизнесом я тоже занимался. В то волшебное время, там, 95-й год там, и так далее, 97-й, надо же было выживать как-то. После кандидатской защиты была в 93-м. Да, мы с брательником занимались бизнесом. Были холодильники вагонами, было мороженое вагонами, да. Ну и через год я уже понял, что бизнес, понятно, он приносит деньги. Но вот серое вещество перестает работать. Ну, Как у ученого. То есть ты не занимаешься теми задачками. Мне просто вот купил, улучшил продукцию, продал. Через 2 года мне просто это дело надоело. Я вернулся и занялся докторской диссертацией. ну, у меня, в общем-то, все связано с кандидатской. То есть я как занимаюсь математическим моделированием, у меня все сложнее и сложнее задачи идут. То есть если раньше был спрос посчитать какую-нибудь балочку, ну, прочее, ну, это. Сейчас газодинамика, роторная динамика, усталостный анализ. Они все идут, и, в общем-то, как бы так вот. И рынок стал требовать все более и более сложные расчеты. То есть, если течение жидкости пара вода, то сейчас там натрий, свинец. Если температуры были 200 градусов, то сейчас 500. Если скорости были там 100 метров в минуту, ну, в час, то сейчас тут 200 метров в минуту требует. Тут, Рустем, что могу сказать? Сейчас вот аспиранты, 5 человек, да, они все заводские, ну, все производственники. На производстве сейчас проблема. Нет кадров. Ну да, знаю, то есть. Не то, что ученых, нету простых инженеров, которые что-то будут делать. Ну вот сейчас у меня спрос на мою компанию из 10 там инженеров, 5 конструкторов высокий, потому что мы обслуживаем несколько заводов. Если раньше такие, мы не работаем с ИП, мы не работаем с частником и так далее, то сейчас, когда сделаете, давайте всех отодвиньте, вот мы первые. И даже есть предложение выкупить нас целиком. Вот. Такое мы тоже рассматриваем, типа работайте только на нас. Они пошли, а раньше ты вкланяешься в ноги, говоришь, дайте нам хоть какую-то работу, то сейчас, да, спрос есть. И где бы мы раньше были бы, да, если бы были кадры. Но единственное, трудно, то есть просят сразу же давать кадры, требуют обучать под них кадры. Ну вот. Ну да, кадры еще вчера были нужны. Да, но только чтобы подготовить кадры, сколько там, 2-3 года нужно. То есть со мной люди сидят, вот как вот с вами мы сидели, то есть они сидят за одним столом, и 2 года они сидят, и я им объясняю какие-то вещи, и через 2 года человек начинает что-то понимать. Но нельзя сделать оперирующего хирурга за 10 часов практики, ну, условно говоря, и за 40 часов практики. Это реально должен рядом с профессором, скальпелем там долбить. Я, ну, не беру лавры хирургии, это еще тяжелее и страшнее. Но в любом случае подмастерье, даже ну, художник рисует рядом с учителем, это все равно 3000 часов должен провести мастер с учеником, чтобы ученик что-то научился делать простое. Но чтобы летать на самолете, да, 2000 часов налетай. Но тут с этой точки зрения у бизнеса может быть у инженера одно. А чтобы сделать преподавателя, 4 года бакалавриат, 2 года магистратура, 4 года аспирантура, 10 лет. И еще не факт, что это будет преподаватель, он сбежит. Ну, То есть 10% выхлопа за 10 лет работы, ну 10 человек взял, 1 получился. Ну и то хорошо, как говорится, да? Ну, я помню свой последний оклад 13 тысяч рублей, как бы всем вот. Спасибо, но как бы мне 30 лет, и я хочу денег. Ну, наши выпускники даже вот сейчас выпускаются, мехатроны, занимаются, ну, 30%, наверное, беспилотниками занимаются, да? Зарплата выпускника кафедры 70 тысяч, зарплата доцента 40 тысяч, зарплата профессора 50. Когда наше правительство проснется, может поздно проснуться. Ну, так что собирать будет некого. Ну, я так скажу, защитила кандидатскую уже 16 лет назад, да. Что-то как-то она мне не пригодилась, у меня есть PhD,
Но мне говорят, нам не нужны ваши кандидатские, нам интересен опыт, практический. Да-да. А нам не важно, студент 3-го курса посчитает нам реактор, или профессор, или кандидат наук. Не, пусть студент 3-го курса считает. Да. То, что я им так говорю, Да, давайте считать. пусть считает. Самолет тоже посчитает. А вы сядете, а потом вы полетите на этом самолете. Или пусть вам операцию делают. А мы как тот профессор, вы чего боитесь? Да он же не взлетит. В общем, да. Ну ладно, тут все о грустном. На самом деле у нас, да, реакция такая, мы реагируем, мы не Не, у нас с планируем. юмором все нормально, можно не переживать. Нет, мне нравится Фурсов, я с ним встречался, он, правда, кандидат наук. Он очень умные вещи говорит, что в боксе начинает проигрывать тот, кто реагирует. Тот, кто наступает, он уже автоматически выигрывает. К сожалению, мы пока реагируем, и то есть возникает какая-то ситуация, и мы на нее реагируем. А мы должны создавать ситуации. Пока мы реагируем, мы в проигрышной позиции. И, к сожалению, да, никто не понимает, что такое наука и в чем разница между наукой и инженерными делами. Да, я понимаю, в чем разница между исследованиями и ну, просто какой-то инженерией там, по шаблону. Ты взял просто как инженер-конструктор готовое решение, их соединил, получил продукт. Так я этим занимаюсь. А когда не знаешь, что и как соединить, да, и как это будет работать, условно говоря. Там, попробуй сделай. сделать новый двигатель на новых принципах. Ну, вот тут вопросы возникают. Для этого существовали Никиеты и проектные институты. Иногда, да, я в инженерии встречаюсь. Нам, говорит, надо изделие, чтобы оно сразу заработало. Я говорю, ребята, это мы делаем изделие, мы делаем договор на неокр, 3 опытных образца вы выкинете в свалку, и на 4-м мы как-то его покатаем, заработаем. Такие, нет, вы не инженерная КБ, вы КБ должны с первого раза и что-то разработать. И мы договор пишем такой, что вы ответственны, если что-то не сделаете. Особенно в тендерах, почему все отказываются. И ты такой говоришь, я не буду в это подписывать, играйте в это сами. Ну, да. Потому что на любой результат ты встречаешь кучу таких задач, нюансов, а в науке их еще больше. Там оперировать с количеством неизвестных приходится много. Сталкивались. Типа, нужно сделать микротурбину. Срок эксплуатации 8 лет, частота вращения 68 тысяч оборотов в минуту. Есть американская, вы должны сделать не хуже. Хорошо. А бюджет у вас там Да. 5 тысяч, это 15 тысяч рублей аспиранту и 2 миллиона рублей на материалы, вы должны их как-то изготовить и выточить. Например. А ты говоришь, у вас, извините, там какой-нибудь Lockheed Martin с оборотом 16 миллиардов долларов, и они эту турбину делали 10 лет. Ну, примерно так и есть. Ну да, так и есть. То есть, пока ты вылежишь изделие, но понятно, у народа, у нашего сейчас знает, что делать, но цейтнот. Ну, Особенно в этой ситуации. Ну, это, знаете, я устал уже работать в цейтноде. Мне, если честно, у меня все мои коллеги стонут и нервничают, потому что везде вчера, то есть приходит заказчик и говорит, у нас пришла кипа документов, у нас нет того-то сертификата, и надо сделать за неделю. Такой за неделю мы можем чай с вами попить, обсудить эскиз проекта и начать работать. Но все равно, я думаю, что вернется к той ситуации, когда надо будет вспоминать, что нужны ученые, нужны инженеры. И что такое плановая экономика, что нужно планировать. Особенно, да, в этой отрасли. Угу. Ну, тогда я вернусь. Вот начнут платить докторам, ну что за уважение, почет? А то я 16 лет в отрасли, у меня ни грамоты, ни медали, ни значка, ни спасибо. Меня капиталисты приняли, выжили, получили ресурс, уволили, никто не вспомнит. Хочешь, я тебе грамоту напишу? Ладно, давайте напишите. От декана факультета напишу. Давайте. И от заведующего кафедры. Ой, буду рад. Мне, кстати, у Винский детский дом написал. Я их кормил, поил, они написали. Это единственная грамота, наверное, от госучреждения за всю мою карьеру, и то не профессиональная. Вот. Нет, ну на самом деле, да, нарушено. Нет мотивации в виде зарплаты, нет мотивации почета и уважения. Я с молодежью общаюсь, они понятия не имеют, что такое кандидатская, что такое наука. И, в целом, да, мои даже бывшие студенты говорили, что, ты же не артист, не блогер, вот эти люди, они интересны, они там на виду все про них говорят. Ты со своей кандидатской, никто тебя не знает, ты не можешь представлять ценности для общества, потому что тебя не знают. Сейчас ценность для общества – это сколько у тебя денег и сколько людей тебя знают. А какой вклад ты в науку, в экономику, в развитие, в промышленность, это не учитывается никак, не поощряется, не замечается, кроме там узких каких-то конференций. И Рустам, мотивация это все, как говорится, вот люди, которые так рассуждают, это же поверхностно.
Ну, Экономика страны не строится в одной этих ля-ля, мы там вон поплясали. 70% людей вообще, когда ты входишь в общество, ну, в общем-то, не интересуются тем. То есть меня известным делают. Да, сколько у тебя денег, да, где ты там пляшешь? Ну, пляши, дальше что? Ну, теперь, как бы, да, время показало, на кого нужно опираться, но ведь почему-то надо было как-то вот, не знаю, это не на камеру, по башке получить. Чтобы у нас как-то начали соображать, что что-то у нас не так. Это как... Что-то не так. А кто будет работать? Ну, Как я студентам говорю, почему мы автоматизацией должны заняться? Нас всего 140 миллионов. То 146. Китайцев. миллиард. И Ну, да, там кто говорит 1,5, кто миллиард 400. Индусов сколько? миллиард. А кто говорит 1,6 миллиарда. Да, ну и африканцев, И африканцев. 5 миллиардов, там, ну 4 миллиарда, наверное. Вот. Так это значит, что за нас должны работать роботы, а мы должны заниматься тем, чтобы нас становилось все больше и больше. США. Поэтому надо заняться автоматизацией. США сделал ставку на роботизацию, чтобы отказаться. Ну, их Да. 240 миллионов. Да, это раз. А во-вторых, они делают ставку еще. У них все интеллектуальные ресурсы. Вроде страна тупая, пустая, а все технологии у них. Ну, передовые. Потому что покупают. Но если почитать план развития Китая, а Китай составил план, а не секрет, план развития Китая на 50 лет спрогнозирован, они спрогнозировали. Молодцы, это почитаешь, или там план развития робототехники. Я читал 3 года назад на 10 лет. Уже тогда было понятно, куда они ушли, и сколько они туда денег вложили, и сколько у нас вложили, и где мы находимся. Ну, поэтому нам есть на кого равняться, нам есть к чему стремиться. Не, я работаю с Есть куда приложить свое серое вещество. Ну, есть пока еще такие люди, как вы. Еще бы другие не забывали, что вообще это самое. В последних штанах не очень удобно на работу ходить. Я шучу, конечно. Что у меня последние штаны. Я это все понимаю, я тоже отработал на заводе 10 лет. Я, в общем, в бизнес-то ушел, нет хорошей жизни. Я ленивый, я как бы инертный. И, ну, меня жизнь там вытолкнула, потому что я 10 лет зарплаты не видел повышения. И за 10 лет мне это как-то поднадоело вот, ходить за эти деньги. И, да, пришлось. Но у меня есть большое желание. Объединить усилия? Объединить усилия это само придет автоматически. Давно не отдыхали кафедрой. На твоей свадьбе. Бизнес бизнесом, а жизнь жизнью. Я уже стар. Поверь мне, в 60 лет нянчить уже тяжело. Надо выходить, жениться сейчас. Ладно. Но мы этот вопрос оставим открытым. Ладно. Главное его это самое финализировать, как говорится, рано или поздно. Давайте мы вырежем с камеры, да? Мне хочется афишировать свою личную жизнь. И точнее ее отсутствие. Ладно. Вот. Спасибо большое тогда за ответ и за информацию. Из маленького города, где есть большие лыжи, где солнце бы вроде рядом, но хотелось бы поближе. Из города конструктора, что создал автомат, известный во всем мире, его знают все подряд. Я рос в семье художников, на первом этаже не хулиган, не выпендрежник. Я учился, как и все, примерно лет в 14 услышал Nevermind и понял, что до этого я сел не свой трамвай. 15 под гитару, пел сплина по всем дворам, потом любовь моя разбитая, и вот проба пера. И со скамеек уличных подмостки кабаков уже со мной в ансамбле трое классных чуваков. Альбомы, выступления забил на универ, звезды через тернием карабкался хотел. Меня еще не слышал, ты погромче навали, давай со мной слова припева эти повтори. Я тише, и ты меня еще, конечно, услышишь. Я поливаю, словно дождик по крышам, и собираюсь подниматься все выше, слышишь? Я тише, и ты меня еще, конечно, услышишь. Таких хитов у меня еще выше крыши. Ты подними мои просмотры повыше, слышишь? Чтобы
Чтобы тебя услышали, ты должен закричать. Чтобы свое отстаивать, должен как пес на всех рычать. И я пытаюсь каждый год все заново начать. Вот видишь, даже пробую тут рэпчик зачитать. Что вроде как на модной теме выехать вперед. Если простой пацан с гитарой вас уже никак не прет. А это, блин, не хобби, я без этого никак. И если песню я не выпущу, она взорвет чердак. А песни как конвейер, а точнее как фонтан. Специально закрываю кран, не успеваю в план. А популяризация так медленно ползет. Альбомы, клипы, синглы, так идет за годом год. И руки опускаются, что делаю не так? Тебе пора на голос, да спасибо, блин, чувак. И если все так классно, то поставь же лайк, камон. Давайте мне накликаем мой первый миллион. Я Тишин, и ты меня еще, конечно, услышишь. Я поливаю, словно дождик по крышам. И собираюсь подниматься все выше, слышишь? Я Тишин, и ты меня еще, конечно, услышишь. Таких хитов у меня еще выше крыши. Ты подними мои просмотры повыше, слышишь? Ты еще его, конечно, услышишь. Он поливает, словно дождик по крышам. И собирается подняться все выше, слышишь? Он Тишин, и ты еще его, конечно, услышишь. Таких хитов у него еще выше крыши. Ты подними его просмотры повыше, слышишь?